10 января состоятся досрочные выборы президента Кыргызской республики и референдум по определению формы правления. Граждане Кыргызстана будут выбирать среди кандидатов самого достойного, по их мнению, и заодно выберут, быть ли Кыргызстану президентской или парламентской республикой. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о подготовке к выборам и референдуму, заведующим правовым отделом аппарата ЦИК Адилетом Шаршеналыулу и гражданским активистом Азаматом Мааданбековым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Наверное, первый вопрос к вам, Адилет. Расскажите, пожалуйста, вот до выборов с каждым днем остается все меньше времени. На каком этапе подготовка сейчас? Сейчас именно по досрочным выборам президента Кыргызской республики сейчас идет печать избирательных бюллетеней на выборы президента Кыргызской республики, также на референдум Кыргызской республики. Избирательные бюллетени должны быть изготовлены не позднее 10 календарных дней до дня голосования и должны быть отправлены в участковые территориальные избирательные комиссии. Также сейчас идет уточнение списков избирателей и участников референдума Кыргызской республики. Угу. И получается, что сейчас уже точное количество избирателей, оно определено, и в бюллетене будет напечатано по количеству. Да, по количеству избирателей, также количество избирательных бюллетеней не должно превышать 0,1% от всего, от количества избирателей, включенных в список избирателей. Также сейчас идет предвыборная агитация на досрочные выборы президента Кыргызской республики. Также участники референдума регистрируют группы за, группы против за вынесенные вопросы на референдум Кыргызской республики. Угу. Азамат, скажите, пожалуйста, вот мы будем 10 января выбирать и президента, и форму правления, голосовать одновременно, будет и референдум, и выборы. Скажите, насколько сейчас актуально вот объединение этих двух выборных процессов, по вашему мнению, и насколько это необходимо, и насколько это будет проведено на должном уровне? Вот как гражданский активист, как вы считаете, люди готовы сейчас выбирать? Так, люди, да, они готовы. Люди-то давно уже готовы, на самом-то деле. Но тут, видите, возникает два вопроса. Как бы две стороны медальона, вот по вашему вопросу. И президентские выборы, и референдум, да. Тут у нас были сжатые сроки, на самом-то деле. На сегодняшний день прошло 1,5 месяца после, как мы скажем, революции, или как там правильно сказать, что это было, да. А вот, 1,5 месяца. И получается, сейчас же, получается, Конституцию мы меняем в каком-то смысле. Может быть, не меняем, а поправки вносим, правильно? И за столько времени уже, я, честно говоря, не знаю, не считал, сколько раз оно подлежало к изменениям. Вот. Мы уже на грани, как страна. Это очевидно, это ясное дело. Вновь и вновь менять Конституцию, это, по сути дела, неправильно. Как бы скажем, и за эти сжатые сроки внести правильные изменения, которые в дальнейшем послужат для развития нашей страны в целом. Да? Насколько это эффективно, вот этот вопрос, мне кажется, очень важен. Вот эти вот 1,5 месяца, это первое. Но в то же время референдум обязательно нужно. Это показывает на сегодняшний день вся ситуация. Любая ситуация, ее не избежать. Это обязательно нужно. Но с президентским выбором или нет, вот этот вопрос возникает. С другой стороны, вторая сторона медальона, в чем заключается? Ну, мы все это знаем, везде слышим, читаем, смотрим, видим. У нас бюджет на сегодняшний день в дефиците. Вот. Любые выборы в таком масштабе, они требуют определенных финансовых, как бы скажем, затрат. И получается, опять же, да, если разъединить, допустим, президентские выборы, учитывая тот момент, то, что я сказал до этого, да, дать еще время для правильного составления, как бы скажем, внесения изменений в Конституцию, чтобы оно потом в дальнейшем правильно работало, и отложить референдум на потом. Тут возникает уже финансовая часть. Опять же, видите, это затраты. Наш бюджет сегодня в дефиците. Вот такая вот как бы дилемма, видите ли. Позвольте вас поправить, референдум, он на самом деле предназначен не по принятию Конституции же на самом деле, и Изменения изменения да, Конституции, да. они
будут продолжаться работы над Конституцией, но референдум, насколько я знаю, он определит выбор именно не по общему в Конституции, да, а именно хотят ли жить кыргызстанцы как президентская республика, в президентской республике, или хотят жить в парламентской, или там третий вариант при смешанном, при текущей действующей Конституции. Если, да, ну, сейчас как бы опрос, да, идет. Да, то есть референдум, он из себя представляет такой больше узнать мнение людей о том, какую форму правления непосредственно они хотят видеть, и дальше Конституция уже будет вестись работа в этом направлении, как объясняют члены Конституционного совета, как говорят специалисты. Кстати, Азамат затронул очень такой важный момент в плане финансов и того, как это все будет происходить и нужно ли это все разделить. Расскажите, пожалуйста, какой механизм будет работать во время проведения и выборов, и референдума? Будет ли это один бюллетень, или это будет два бюллетеня? И нужно ли будет повторно приходить и в этот же день голосовать? Как это будет происходить? Да, избиратели будут голосовать в один день, как в соответствии с законом о назначении дня референдума. Будут две разных урны для голосования, автоматически считающих урн, и будут выдаваться два разных бюллетеня для голосования. Бюллетень для голосования на выборах президента будет белого цвета, а бюллетень для голосования на референдуме Кыргызской Республики будет синего цвета. Избиратели будут получать два бюллетеня и расписываться в списках избирателей, и дальше уже голосовать. То есть в остальном механизм он тот же самый, просто вместо одного два бюллетеня? Да, в остальном механизм тот же самый. У нас есть в наличии автоматически считывающие урны, которые будут использованы и для выборов президента, и для референдума Кыргызской Республики. То есть единственное отличие, это когда берешь бюллетень, тебе будут выдавать избирателю после прохождения всех процедур. Да, после прохождения также будет проведена идентификация по биометрическим данным избирателя. Если избиратель успешно проходит биометрическую идентификацию, ему выдаются бюллетени. Если он не проходит идентификацию, то, соответственно, ему не выдается избирательный бюллетень. Азамат, к событиям 4 октября в том числе привело и то, что часть наших сограждан, конечно, там были замечены и политические игры, это все нужно будет еще обсудить, как бы проверить соответствующим органам, но к тому, что произошло, привело и в том числе и то, что наши некоторые сограждане, они все-таки поддались искушению и там начали продавать свои голоса. Вот сейчас именно вот эти выборы и референдум, в том числе по тем причинам, о которых вы говорите, это то, что провести необходимо на сегодняшний день, но мы проводим это потому что это, во-первых, необходимо, а во-вторых, нам нужно это провести именно сейчас, чтобы в дальнейшем уже думать о дальнейшем, дальше, как развивать страну, стабилизировать ситуацию. Вот как вы думаете, или может быть у вас будет обращение к нашим гражданам, насколько ответственно нужно подойти к этому выбору сегодня? И вот 10 января. Ну, знаете, вот если честно сказать, да, вот я обычный гражданин, который болеет за свою страну, который болеет за свой народ, да, так скажем. Уже сколько раз было сказано на самом-то деле, до сегодняшнего дня. Вот честные выборы там, нужно так, нужно то. Если продадите голос, то будет так, ждет вас это. Все это и в соцсетях, и по телевизору. Но почему-то мы никак не можем образумиться. Вот в чем проблема. Понимаете? Не знаю, мы как-то... Я даже не знаю, как это описать правильно. Вот эту вот ситуацию. Вот сейчас вот опять, да, у нас очень важный, действительно важный момент. Я вот недавно после операции лежал. И, естественно, когда лежишь по телевизору, все эти события ты смотришь, следишь. Я не выдержал, я на ходунках был, потому что мне нельзя было наступать на ноги. Я вот был на ходунках. Сидя, вот смотря то, что творится, вот я взял, пришел в Академию наук, где вот проводятся все эти мероприятия, и решил высказать свое мнение, понимаете? Вот. Потому что мне не безразлично, допустим, для меня не безразлично, но как это привести наш народ, чтобы они все-таки осознали, потому что сколько выборов было?
Сколько? И парламентских, и президентских. Каждым разом ошибаемся почему-то. Не знаю. Поэтому я единственное могу сказать, это наша уже последняя, можно сказать, надежда. Мы уже дальше уже некуда. Это последняя действительно надежда. Или мы будем развиваться, хотя это сложно будет очень, потому что за 30 лет все разрушили. Все до единого. Или завтрашний день, это Всевышний только знает, что будет с нашей страной, да? Останется ли у нас она независимая или нет. Вот какой вопрос стоит на самом-то деле. Поэтому каждый должен к этому сейчас вот подойти серьезно. Ну и что взяли 1000 сомов, ну и что взяли 2000? Вот где они сейчас? Что? Опять же, их нету. А что дальше? Каждый, ну видите, тут связано, тут много факторов, нельзя ее объяснить пару словами. Тут много факторов влияет. Это образование, это грамотность населения, да? То, что у нас на сегодняшний день тоже очень сильно хромает за последние 10-15 лет. Образование, медицины. Ну, понимаете, это настолько глобальный вопрос, что ее пару словами нельзя здесь вот как бы описать, рассказать. Это уже на совесть, если кто-то думает о своей стране, если кто-то не хочет завтрашний день стать рабом, могу даже так сказать, рабом другой страны, а какая страна, это соседняя, я не буду называть, по телевизору, по соцсетям это все показывают, видно, да? Вот. У тех, у кого нет независимой страны, как с ними обращаются, что с ними делают, что с их дочерьми, женщинами делают, насильно заставляют выйти замуж. А сами они становятся рабами в колониях. Если мы хотим такой жизни, такую страну, то, пожалуйста, продавайте тогда и дальше. Нет, если вы хотите если мы хотим развиваться, как-то улучшить, может быть, это займет не 5 лет, за 5-6 лет сейчас ничего не будет все равно. Это долгий процесс. Но надо с сегодняшнего дня, вот с этих выборов начать. И каждый должен об этом задуматься. Мой ребенок, вот у меня тоже растет сын, да. Ладно, я сейчас вот, может быть, еще 25-20 лет проживу, потом уже все, покину этот мир. Но у меня позади остается мой сын. И другие. И у каждого из нас есть. Что с ними будет? Ладно, мы о себе не думаем. Сегодняшним днем живем. Да? Но хотя бы мы должны подумать о них. Вот я беспокоюсь. Я действительно на сегодняшний день беспокоюсь. Понимаете? Если каждый так подойдет к ситуации, какой-то свой вклад внесет, не будет продавать свои голоса, вот, жестко будет стоять на своем, то, не знаю, хоть какой-то, я думаю, шанс у нас будет. Это последняя надежда, вера, все. Кто бы что бы ни говорил, это каждый знает. Просто у нас в последнее время это мода разговаривать красиво, показать себя, показать там народу, потом пробиться куда-то. К черту это все. Не надо. Вот сейчас надо, каждый должен просто отойти в сторонку и сделать каждый то, что ему дано. Все. Тут я больше ничего не могу сказать. Спасибо за ваше мнение. Адилет, право выбора, избирательное право — это одно из таких базовых прав человека и гражданина нашей страны. И технически вот со стороны ЦИК и со стороны соответствующих органов все, мы это не раз с вами обсуждали, все организовано так, что если исключить человеческий фактор, то технику практически невозможно обмануть. Давайте напомним нашим зрителям о том, что вне зависимости от того, кому они что пообещали, или, ну, конечно, мы не призываем никого продавать свои голоса, это последнее все-таки дело, но тем не менее, даже если так случилось, то кто как проголосовал, никто не узнает. Технически это невозможно. Или все-таки есть какие-то лазейки? Технически это совершенно невозможно. Тайна голосования обеспечивается Конституцией, конституционным законом, и Центральная избирательная комиссия обеспечивает тайну голосования всех избирателей. Избиратели проходят идентификацию, получают избирательные бюллетени и затем пропускают в автоматически считающую урну. Абсолютно никто не знает, за кого избиратель голосовал. Специально с задней стороны избирательного бюллетеня есть черная полоса, черная отметка.
для того, чтобы наблюдатели либо какие-либо лица не узнали, за кого избиратель голосовал, потому что избиратели пропускают избирательный бюллетень таким образом, перевернув его. И с задней стороны, чтобы отметка не была видна, да, не просвечивалась, мы специально сделали разметку черную полоску, чтобы сзади никто не видел, за кого избиратель голосовал. И избиратели проходят в кабину для голосования, отмечают кандидата, либо свой вариант ответа, и затем идут к автоматической урне, да, и опускают свой избирательный бюллетень. Также при подсчете голосов в процессе голосования присутствуют наблюдатели, средства массовой информации, международные наблюдатели, которые наблюдают сначала со старта голосования и до определения результатов выборов участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии. И затем все эти протокола вывешиваются на официальный сайт Центральной избирательной комиссии. И таким образом Центральная избирательная комиссия обеспечивает прозрачность голосования, процесса выборов. В течение получаса после завершения голосования мы уже вывешиваем на официальном сайте. У нас есть официальный портал, где вывешиваются данные, да, по результатам голосования с каждого избирательного участка. Это данные автоматически считывающих урн и данные ручного подсчета. И они обновляются в реальном времени? Да, они обновляются в реальном времени. Уже в течение получаса уже предварительно итог выходит. Какой кандидат, либо политпартия, либо какой вопрос получил наибольшее количество голосов избирателей. И стоит еще отметить, что нельзя по закону фотографировать бюллетени избирательные и никому их там не демонстрировать, этого категорически делать нельзя. Да, запрещается выносить избирательные бюллетени из помещения для голосования, фотографировать, либо уничтожать избирательные бюллетени. Это карается в соответствии с Уголовным кодексом, предусмотрена ответственность, также в соответствии с кодексом о нарушениях также предусмотрена ответственность для избирателей и для других участников избирательного процесса. А сейчас, во время подготовки, сейчас идет агитационная кампания, самая такая горячая пора перед выборами. Зафиксированы ли уже какие-либо нарушения со стороны определенных кандидатов, или все идет на сегодняшний день достаточно гладко? Нарушения фиксируются, к нам поступают жалобы, заявления. Также у нас создана рабочая группа по правилам агитации, предвыборной агитации, которая ведет мониторинг в средствах массовой информации, интернет-изданиях, в социальных сетях. Мы также рассматриваем поступившие жалобы, также сами по своей инициативе рассматриваем действия, в которых усматриваются признаки нарушений. На данный момент Центральной избирательной комиссией приняты решения о наложении штрафа двум кандидатам, а также кандидатам были со стороны рабочей группы было вынесено устное предупреждение о том, чтобы все денежные средства либо иные материальные ценности производились через помощь в виде материальных средств, производилась через избирательный фонд кандидата. То есть, чтобы кандидаты не допускали нарушений, чтобы они не через избирательный фонд не получали какие-либо материальные ценности. То есть это один из механизмов профилактики нарушений во время проведения агитационных. В случае, если кандидаты будут пользоваться денежными средствами, полученными не через избирательный фонд, то за такие нарушения предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным кодексом, штраф в размере от 220 до 260 тысяч сом, также лишение свободы от 2,5 до 5 лет. Азамат, большую роль играет в выявлении нарушений, наверное, Дилет со мной согласится, это гражданская активность, сознательность людей, и когда они
видят какие-то нарушения, необходимо обращаться в местные избирательные участки, Да, в местное Центральную отделение избирательную Центральной комиссию, избирательной комиссии. либо в территориальной избирательной комиссии, либо в правоохранительный орган. Также избиратели могут позвонить по номеру 1255, у нас функционирует горячая линия, и образованы координационные группы оперативного реагирования. Туда, как многим избирателям известно, входят сотрудники правоохранительных органов, органов прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, члены избирательных комиссий, которые незамедлительно реагируют на эти нарушения и информируют избирателей о принятых мерах. Азамат, скажите, насколько нужно быть активными гражданам, особенно сейчас, как вы сами отметили, что это один из важнейших выборов в истории Кыргызстана современной. Как вести себя гражданам в этих условиях? Что им необходимо делать? Ну, смотрите, допустим, в данном вопросе, да, вот как представитель ЦИК нам сказал, что будут предприняты те-то меры и так далее, и так далее. Вот обратите внимание, в течение 30 лет, можно сказать, да, за нашу независимость, всегда что-то почему-то нижние слоя, обычные граждане страдают. А выше уже как бы наказание получают, да? А выше никогда наказания у нас не было. Вот нету наказаний, допустим, да? Я немного тему так разрулю, как бы в другую русло, чтобы понять ситуацию, да, к чему мы идем или должны прийти. Вот, допустим, представители ЦИК, они же проводят те или иные мероприятия по выборам, правильно же? Любые, как бы скажем, парламентские, там, президентские, референдумы и так далее, да? Вот у нас нету в законодательстве, допустим, таких вот рычагов, как бы скажем, если, вот просто представьте, законы, систему кто придумывает? Люди же придумывают, мы придумываем, правильно, люди? Оно не откуда-то там сверху или откуда-то оно к нам пришло, а мы сами думаем, и мы ее создаем. А почему тогда так не создать, да? Это для всего русла в нашей стране, для всех органов, как бы для всех организаций касается. Это то, что я сейчас скажу. Вот почему у нас нету наказания? Если, допустим, ЦИК, возьмем как ЦИК, так как идет речь в данный момент об этом. Скажем, ЦИК, вот смотрите, вы должны провести эти президентские выборы честно, прозрачно. Где-то будет ошибка. Мы не знаем того гражданина, мы не знаем там органы правоохранительные, мы не знаем того всего. Будете отвечать вы. Наказание будет вам. Вам, начиная с председателя, там, главы, заканчивая до всех, как бы скажем, для всех сотрудников, которые имели к этому дело. Вы будете наказаны. Штрафы такими-то или наказание тюремное. Вот почему мы это не сделаем? Если мы это сделаем по закону, поверьте, они будут проводить до такой степени правильно и сами будут бегать, да, чтобы не попасть в эту ситуацию. Наша проблема в этом, у нас вот этого механизма нет. Я вот, допустим, опять же, немного уйду от темы, и не надо будет того всего-всего, да, они сами будут выявлять, они сами будут ставить туда людей. Если оно будет работать, оно должно работать, вот тогда мы начнем развиваться, понимаете? Я вот скажу, у нас там демократия, да, демократия, это супер, это хорошо. Но нам не демократия нужна для нашего Кыргызстана. В ближайшем прошлом все время выступали там, говорили, там Туркменистаном станем, тем станем, этим станем. Ну, блин, взрослые люди так говорят. Да, я вот молодой, я никогда в это не поверю, то, что они там говорят. Я скажу, нам нужно законное диктаторство. Для нашего народа, для нашей земли на сегодняшний день, на сегодняшнем этапе нужно законное диктаторство. Это не диктаторство, как они предполагают или как стараются внедрить населению, да, по типу бойтесь, идите против этого, иначе станем как те, как эти. Нет, законное диктаторство, это значит закон будет диктовать, будет закон диктатором. Позвольте уточнить, вы имеете в виду диктатуру закона установить? Диктатура закона установить. Да, ага. И есть, я вот специально это посмотрел, в каждой нации есть вот это вот махал-лакап, пословица. Рыба начинает гнить с головы. Наша проблема до сегодняшнего дня заключалась в чем? Не в системе, не в той или иной. Проблема – это человеческий фактор всегда был. Человеческий фактор, все. Парламентское правление, может быть, у нас работало бы шикарно. Но кто там сидит? Люди сидят. Тех, кого мы выбираем. Они разрушают все. Человеческий фактор. Президенты до этого, сами прекрасно знаете, о ком я имею в виду. Да, первый, второй президент.
Опять, у нас президентская система шикарная была. Кто ее разрушал? Президенты, люди разрушали. Именно один человек. И в данный момент, вот эта вот надежда, да, опять же, я не знаю, как оно будет. Молимся, чтобы было все хорошо, да, чтобы уже мы осознали все. Вот опять же, президентское правление сейчас народ на сегодняшний день хочет. Я тоже только за. Я только за. И получается, тот человек, который придет, он должен быть для нашей страны, для нашей ментальности. Тут не только вот все то, что мы живем, тут простите, у нас ментальность. заканчивается время, да. У нас еще ментальность, тут, понимаете, вот важная ментальность. Зависимо от этого. У нас вот кто бы ни был, вот я, допустим, здесь хотел бы сказать, нам нужна диктатура закона. Начиная от президента, заканчивая все. Мысль ясна. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. К сожалению, у нас закончилось время. Я напоминаю, что мы говорили о подготовке к выборам и референдуму с заведующим правовым отделом аппарата ЦИК Адилетом Шаршеналуулу и гражданским активистом Азаматом Маданбековым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто 24 продолжается. Оставайтесь с нами.